Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цыпандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Семен Тарбаков, мой постоянный Здравствуй. со мной, как обычно. Семен, привет! И к нам сегодня в гости пришла главный бухгалтер по работе, а по призванию и по хобби шоколадье Татьяна Мударисова. Здравствуйте. Татьяна, Здравствуйте, Татьяна. Да. Здравствуйте. Я знаю, вы будете готовить что-то очень вкусненькое. Что это у нас будет сегодня? Да, это будет очень вкусное. Это будет пришоколадный брауни. Почему выбор пал на это? Вы любите его готовить и любите его кушать? Почему? Во-первых, я люблю его готовить, его любят очень мои дети. Так. А во-вторых, мое хобби шоколадье, и я не могла не привязать это к нашему блюду. Потому что, то есть вы готовили это не раз, и у вас получилось просто шикардосина. Да. Отлично. Вы уверенный человек, и это всегда подкупает. Как вы это делаете? Давайте начнем. Так, давайте начнем с ингредиентов. Что там включено? Что В есть? первую очередь нам нужно достать наше сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры для того, чтобы взбить его с сахаром. 180 грамм сливочного масла мы взобьем со 180 граммами Один к одному? сахара. Да, один к одному. Так. Далее мы смешаем сухие ингредиенты. Это мука, половинка чайной ложкой соли, 4 столовые ложки с горкой какао, Так. чайная ложка корицы, чайная ложка разрыхлителя. И яйца. Яйца мы будем. Вижу, присутствует. Да, яйца мы будем добавлять по одной штуке, взбитое с сахаром масло. То есть конечный продукт готовится из тех ингредиентов, которые вообще можно найти спокойно везде. Да, То есть это вроде, казалось бы, ничего сложного такого нет, да? Абсолютно повседневный рецепт. И у нас тут еще И потом мы это молоко все смешаем, подготовим тесто и Да. отнесем в духовку. Да, молоком мы будем разбавлять уже густое тесто. Ага. И, Если что? и молоко мы смешаем с 2 чайными ложечками кофе. Кофе? Да. Обычного кофе? Обычного А это растворимого делается кофе. Для вкуса, для аромата, для для аромата. насыщенности какао. И вот шоколад лежит еще. А шоколад у нас для украшения. В конце. Вот так. Да, мы его так. Вот так, да? Так Хорошо, сделаем. да, давайте приступаем и чуть-чуть рассказывайте сначала первым, что делается. Первым мы берем, конечно, Масло. сливочное масло. Спасибо, Семен. В комнатной температуре. Комнатной Да, его температуры. если что, для телезрителя можно сказать, что можно достать за час до полтора до готовки. Из холодильника. Да. И Да. Да. И дать постоять. смешиваем его. Sugar. Я сразу это делаю. То есть я потихонечку Это не примерно добавляю. у нас 250 грамм. Здесь 180 грамм 180, сахара. один к одному. То, что нам не нужно, давайте убирать в сторонку. А я сейчас такой лайфхак Дай. покажу для себя. Дайте шуму. Что я делаю, да. То есть, чтобы дополнительные венчики какие-то не брать, чтобы не смешивать сухие ингредиенты, я беру вот часть от венчика, которым буду пользоваться, да. Так. Чтобы лишняя посуда у нас не была там грязная. Ага. То есть я беру муку, Спасибо. какао. Какао. Какао я использую алкализированный или алкализованный, правильно, Семен? Алкализованный. Алкализованный какао. Да, вроде как. Да. А что это значит? Он более насыщенный Он более терпкий. и он подавляет кислотность в изделии. Вот. И вот так, вот этим же венчиком я все, Вот так, все, вот так, вот так, вот да, так, вот так. всё Сухие ингредиенты я все перемешиваю. смешали, Да. чтобы они смешались. Чтобы они смешались, чтобы не было там каких-то неоднородностей, когда мы приготовим тесто. Все. И, соответственно, вот этот же венчик мы будем использовать сейчас Это можно уже отложить сюда. для того, чтобы взбить. Сейчас уже непосредственно начинаем. Непосредственно начинаем готовить, да. Немножко я, кстати, смазываю чуть-чуть нашу форму, вот остатками масла, там чуть-чуть вот так вот. Это чтобы, как бы не прилипло, да? Да. Но она и не прилипнет на самом деле, потому что да. брауни это масляный продукт, и, соответственно, из-за того, что он масляный продукт, он не будет прилипать прям такого не к будет. стенкам, да, к стенкам формы. Но все равно небольшую Все равно чуть-чуть. профилактику. Да, это как бы такое успокоение для себя. Буквально 5 грамм. Да, буквально вот просто что осталось там немного. Все, Так. смазали. Так, и теперь мы начинаем Пошумим. пошумим. Потихонечку, с малых оборотов. Если мы сейчас начнем сразу все
взбивать, то это все разлетится, у нас будет вся студия Да-да-да, вы испортите наш в масле фарш. с сахаром. У меня прям комплекс перед Семеном, мне кажется, что я вообще не так все делаю. Нет, я А он молчу. как будто, Профессиональный шеф-повар. как будто шеф стоит и осуждающе смотрит. И типа, кто же так делает? Сейчас Типа, меня выгонит из студии и скажет, вы не прошли отбор. да-да-да. Нет, все нормально. Давайте следующего шоколадье. Нет, Кто у нас по такого не списку? будет, просто могут передачу в эфир не пустить. Шутка. Мне скинете, пожалуйста. Сегодня как раз 1 апреля, съемки идут у нас, друзья, 1 апреля. Давайте пошутим. Ну, я, в общем-то, не взбиваю прям до бела, я просто вот смешиваю массу, да. Мы все-таки с вами не профессиональные кондитеры, мы домашние. Семен, Вкус- Яйцо, да? Просто и вкусно, Семен, да. Семен, Яйцо добавляем? Да. Семен, она все правильно делает? Да. Да? Нет, у нас сегодня действительно 1 апреля, можем Сейчас мы поугарать Ещё вот так немножко. чуть- Редко чуть- дается повод, потому что мы же передачи заранее снимаем. То есть, Ага. сегодня 1 апреля. Чуть-чуть вот так присоберем Ага, и и по одному и яичку пошли то же самое ситцо. потихонечку мы, да, Ага. добавляем. Мгм. Семен, я прям переживала, как я буду эти яйца вообще разбивать. Вдруг у меня там что-то не получится, кусок скорлупы туда зайдет, а прям вообще, это же вообще... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Ничего, сейчас берем. ничего. Так, Так. Это жизнь, так на кухне тоже бывает. да, всяко разно бывает. Я сейчас И- прям посмотрю повнимательнее, как вы его так ловко раскусили, это яичко. Так, Еще добавляем, да? да. И Еще третье. третье. Вообще ни одной скорлупки. Я когда ножом рублю, у меня всегда тут еще куски происходит, скорлупы, да. Ну, Блин, это прям вообще мастерство. это вы добавили еще немножко скорости, да? Да, Уже ну чтобы- уже масса такая мягкая достаточно. Да, Так. из-за яиц, и сахар, скорее всего, уже растопился. Да, сейчас я еще немножко со стенок подбираю чуть-чуть. Ага. Это все. И еще добиваем, довзбиваем. Ну, чуть-чуть масло может расслоиться, но ничего, это не критично. Это все-таки не какой-то крем, это тесто. И оно сейчас соединится у нас вместе с мукой. То есть Сухими. мука сделает свое дело клейкое, да, и, соответственно, все равно эти все ингредиенты друг с другом познакомятся, объединятся. Поженятся. Все, да, поженятся. В 3 присеста мы Добавляем. добавляем потихонечку. Ага, ну чтобы сразу не получилось, там комков не пошло и все прочее, да? Ну, во-первых, чтобы комков не Да, получилось. да, да, да. Ну и чтобы Во-вторых, равномерно, однородно, да, пошло да, все. чтобы однородно. Приобретает свой характерный цвет. Шоколадный. Брауни. Пахнет уже, да? Чувствуете Да, запах да, шоколада? Да, да, Тоже с малых оборотов, потому что если сразу все начинать, Будет. мы будем в какао-облаке с вами. Мгм. И последнюю порцию. Добить надо. Всё? Да. Так. Теперь. И все, да? Нет, 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 нет. еще не у все. нас, у нас еще кофе с молоком. Молочко. Да. Так. Так, мы берем. Можно я так сделаю? Потерлись. И мы что делаем? Мы берем молоко. А, с кофе? Да, с кофе. Я всегда делаю на глаз, ну, 100-120 миллилитров.
Мгм. Растворили кофе обычный? Растворяем, да. Ну, Да, примерно сколько и получится. молоко желательно должно быть теплым, чтобы кофе быстрее растворился. Ну, оно, в принципе, у нас комнатной температуры. И пошло нормально. Да, Ну, поэтому почти мы нормально. его так... Почти нормально. Почти нормально. Ну, и вот так. Ой. Семен тут. Ложку можно. Да, Да, ложкой пока так поставим. Так, и потихонечку заливаем. добавляем. Тоже не все сразу. Мне кажется, что если чуть-чуть больше молока добавить, я чуть-чуть больше, я всегда вот все рецепты подстраиваю под себя. И если чуть-чуть больше молока добавить, то тесто воздушнее получается. Ну, молоко тоже влияет на тесто, да. Согласен. Поэтому я То есть чуть-чуть вы чуть-чуть адаптируете больше, для да, себя, да? всегда. А, Нет такого рецепта, который бы я делала стопроцентно. один в один. Ну, Один первый в раз, один. наверное, один в один. Первый раз Да, один в один для того, чтобы а вообще потом, понять, А давайте попробуем вот прочувствовать. так, типа, да? Да, да, обязательно. Элемент творчества. Ну а как? Это же кухня. Ну это, да, это, да, да. Ну, так и интереснее это каждый женская раз. стихия на самом деле. А, И когда у меня спрашивали, ой, а что ты шоколадом занялась там, ой, а что-то все вокруг кондитеры, все вокруг там женщины что-то начинают в декрете там делать и так далее. Я всегда говорю, что это очень по-женски. да. Накормить семью, Да. понимаете, собственно, это угостить как бы чем-нибудь идет, вкусным. предназначением, Это, собственно. да, поэтому почему нет? Да, здорово. Почему не заняться? А вы вообще как с готовкой? Любите это дело? Готовить? Да. Сейчас я пытаюсь не готовить, как ни странно, Так, потому что у меня растет 16-летняя дочь, так. Которой вы нужно набрать- делегируете, да, которой нужно набрать практику до взрослой жизни, до и студенчества. вы у нее принимаете Правильно. экзамен. Я согласен. Да, с вами. я ее... принимайте экзамен её Она сегодня. готовит все по своему желанию, усмотрению, то есть у нее нет каких-то, ну, не знаю, строгого меню какого-то, да, что Так. вот давай, сегодня ты там приготовишь вот это. То есть у нее доступ к холодильнику есть, слава богу, мы его не закрываем на замок, когда на Она не работу говорит там, уходим. ну, мама, у меня ОГЭ. Там. Говорит. Ага. Ну а кто мама, будет готовить? у меня Ну, зачет. тогда будет нечего есть. Я на дискотеку. Нет, нет, да? Тогда будет нечего есть. Ага, и она готовит. И она готовит. Круто. То есть, Поэтому я сейчас вот такой у меня творческий период, когда я Вот. просто что-то могу постряпать вкусное. ага. Ну, когда, скажем так, семейный общий сбор, там Да. туда-сюда, да? Да. Отлично. Все, Ну, наше тесто готово. тесто готово. Мы его тогда отдаем нашему Семену, чтобы он... Да, мы отправляем в духовку на 180 градусов примерно на 20-25 минут. Итак, мы отправили наш брауни в духовку, и как раз самое время, пока она у нас готовится, пообщаться. Да? Татьяна, расскажите, вообще это вопрос должен был прозвучать в самом начале, но прозвучит сейчас. Расскажите, пожалуйста, о себе, ну, собственно, почему вы главный бухгалтер? И как? Это же не сразу же становится после универа главным бухгалтером. И вообще, вы почему вы выбрали профессию финансиста? Вообще, я бы сказала, что профессия выбрала меня, потому что моя мама финансист, заслуженный финансист города Якутска. Соответственно, я пошла по ее стопам, можно сказать. Да, достаточно творческая девочка была в детстве, пела, в музыкальной школе училась, там, в Так. театральной студии и так далее. Но Но мама сказала, поступай А на вы не могли финансиста. ослушаться? Я не то чтобы не могла ослушаться, я поверила маме, что она сказала, что бухгалтер всегда найдет работу, ты всегда будешь при деньгах, условно сказать, да, Да, и, да, да, и да. все. И я поверила, доверилась, и
Так как я закончила школу с серебряной медалью, то у меня вообще никаких проблем Поступлениями не было. да, с поступлением не было, то есть я Да, спокойно вы с левой ноги поступила. открыли дверь университета, зашли и начали Да. учиться. Так. Да. Ага. А после второго курса института я уже перевелась на заочное обучение и потихонечку начала работать. Уже? Да, Так, уже бухгалтером. да. Первая работа моя была бухгалтер-кассир в станции скорой помощи. Это был вообще, это было ужасно. Я не люблю запах денег новых до сих пор, вот этот химический запах. Но это было еще и смешно, потому что так как я была кассиром, мне нужно было ездить в банк, соответственно, снимать достаточно большое количество денег, ехать с сумкой в автобусе, и это было так... Страшно. Нет, это не было страшно, я просто сейчас понимаю, что это очень Ответственно. смешно, что мы так делали, то есть мы не боялись, мы шли в Нацбанк, Ага. снимали большую сумму денег на зарплату, Фот. да, Ну. Так, клали в сумку и ехали. никаких ингрессаторов. То Нет, есть, если не было условно, кто бы никогда вас ничего сдал, или кто бы знал, Да. что вы, ну, могло бы... Ну, могло бы. Могло бы, да. Но не случилось. Так, ну, слава богу. Да. Так, и... Потом я работала в НВК СХ, кстати. Да ладно? На телевидении, да. Круто. Я была То есть материалистом. вы вернулись, получается, да? Ну, было очень интересно. Вообще с творческими людьми интересно работать. Ага. Тем более вы же сами говорите, что вы творческие. Ну да, и прочее. да, немножко есть. Ага, Чуть-чуть. Так, так. Ага. Вот, ну и все, а потом уже пошла такая карьерная лестница, скажем так. Мгм. Как От вообще малого до великого. высчитывается вот карьерная лестница? На каком этапе, через сколько нужно проработать, чтобы человеку доверили, ну, условно, бухгалтер, ну, то есть, за которым смотрит, скорее всего, старший бухгалтер, потом главный бухгалтер. Так, да? Ну да, то Какая есть я иерархия вообще? начинала с условно самой начальной стадии, да, это бухгалтер-кассир. Да, да. Потом я была бухгалтером материального стола, потом я была уже... Бухгалтер-кассир – это тот человек, который просто знаком с калькулятором. И немножко вот так чик-чик-чик-чик посчитать. Даже? Ну, считать тоже надо уметь, я Ну, вам я и скажу. говорю, знаком с калькулятором. Да. Ну, то есть сложить суммы и сказать там итого. Ну да, он уже по готовым документам, скажем так, работает, да, то есть у него уже ведомость уже да. расчетчиком Как в уже анекдоте. Зарплату сдана. получаете, говорит, как ваша фамилия? Говорит, Да, фамилия, итого. паспорт, проверить паспортные данные, проверить, Итого. тому ли человеку ты выдаешь зарплату вообще в принципе. Ага, ага. Но это все равно большая очень ответственность. Конечно, то есть да, но на я каждом этапе работы это все равно большая ответственность Да. каждый раз. И вот сколько времени должно пройти, сколько нужно проработать в полях, вкусить вот этих запах новых денег, чтобы... Я думаю, лет 7-8 этого будет достаточно, если есть большой спектр работ. То есть если ты засиделся на одном участке, как бухгалтер, да, там бухгалтер-материалист, например, уже там больше 10 лет работаешь, уже сложно переходить куда-то там на расчетного бухгалтера, да, там совершенно другая отчетность, там совершенно другая ответственность и так далее. То есть, а если ты динамично проходил 2-3 года там на одном участке, допустим, год, 2, 3, там, и уже, я думаю, что Пора лет через 8-10, да, ты имеешь право работать, по крайней мере, заместителем главного бухгалтера, хотя бы так Ну, сначала. то есть, получается, повышается уровень компетенции и Обязательно. уровень ответственности. Обязательно. В вторую очередь, да, Да. потому что, ну, как, это же... Конечно. У вас увеличивается отчетность, у вас увеличиваются там органы, которые над вами, да, находятся, если мы говорим о бюджетном, например, учреждении. Ну, например, да. Да. Не дай бог, и это еще и в первую очередь же, если не дай что-то боже, отвечает генеральный директор и главный бухгалтер. Отвечает за все директор. Директор. Нет, ну Да. главный бухгалтер тоже несет Не ответственность. всегда. Ну, по части финансовой, если вдруг что-то там. Нет, за оформление документов отвечает директор. Все-таки. Да. То есть право подписи, которое имеет. А главный бухгалтер взятки гладкий ушел с мешком денег и Ну, все. не сказать. Нет, здесь вопрос в том, что если главный бухгалтер исполнял свои обязанности и не ведал о том, что делает, да, директор, то есть директор же подписывает договора, Ага, там, всё. счета на оплату Хорошо. визирует и так далее. То есть, И как вы давно главный бухгалтер? ну, главным бухгалтером я стала достаточно рано, потому что я очень активно, динамично развивалась, и меня пригласили в учреждение его уже вести. главным. Да, в 24 года. В Я 24 года вы я была уже главным были бухгалтером. главным бухгалтером. То есть вы крутая. Ну, можно сказать, Ну, чуть-чуть можно и так. сказать, да. Но редко кто становится 24 года главным Ну бухгалтером. да. И как вам ваша деятельность нравится? Знаете, как скажу, моя деятельность, она
Пока все идет хорошо, она не видна. Да. Да, я знаю. Как начинаются проблемы, сразу мы вспоминаем, что есть бухгалтерия в организации. Поэтому, так как она не видна, мне хотелось видеть плоды своей деятельности, и, соответственно, я занялась вот своим хобби, шоколадом. Вот, мы к этому придем, да? Давайте немножко все-таки пару еще вопросов про бухгалтерию. Сущий кошмар главного и вообще бухгалтера, это когда... Ищешь копейку. Да, ну, когда Вот ищешь копейку. сальдо-бульдо не сходится, и как бы бухгалтерия не в ажуре. Да, ищешь копейку. Как? Если это 100 тысяч, 200 тысяч, это легко найти. Это легко. А когда это рубль 35 копеек, и ты Да, вот крыжишь и это не каждую сошлось сумму. ровно, вот, Да. как говорится, не бьется, да? Не вот бьется. это. Если не бьется, ну невозможно Ищешь считать ошибку. работу законченной. Да. И что вы тогда делаете? Ищу ошибку. Перепроверяете. Конечно, сижу хоть ночью, хоть в выходной, хоть Да. когда, и ты должен просто достичь И, как говорится, той вот цели действительно своей. тот случай, когда 7 раз отмерь и 1 раз отрежь, да? Да. Ага. Но согласитесь с тем, что работа у вас рутинная или нет? Нет, Всё-таки у нас есть очень много место. задач стоит сейчас. Ага. Это может быть раньше была рутиной, когда это были, я не знаю, какие-нибудь 80-е, 90-е, когда вот они счетами сидели, вот эти журналы заполняли, а сейчас очень большой функционал у бухгалтера. Угу. Ну, например, я работаю сейчас на производстве, соответственно, те же технологические карты, которые мы используем, естественно, мне приходится их там проверять и так далее. Да-да-да. Ну, вроде бы одни и те же цифры, везде надо Да. считать, что как все сошлось, но отличается ли работа бухгалтера, ну, допустим, тот, кто работает на производстве, тот, кто работает на услугах, тот, кто работает, допустим, в бюджетном учреждении, скорее всего, да? Или как? Конечно, абсолютно отличается. Ну, то есть тот человек, который работал, ну, условно, вы на производстве, он может быть негоден Ну, я бы там, сказала либо так. надо подобраться опыта, или как? Я бы сказала так, бюджетные бухгалтера, они более наточены на законодательство. У нас очень, ну, у нас у бюджетных бухгалтеров очень строгие рамки работы. Да, а если То есть ты вы бухгалтер... уже изначально, когда вы в работу вступаете, на берегу уже знаете, что у вас есть вот какие-то вот Очень такие, много да, рамок, очень рамок, много, да, законов, которые ты не Ага. можешь. Вправо-влево все расстрел. Да. Ага. А бухгалтер в хозрасчете, так называемом, да, на предприятиях уже там, в коммерческих предприятиях, там уже Попроще. более творческая профессия как раз. Там, Ну, там условно, уже можно свой налог отступать. НДС заплатил, ну и все. Ну нет, ну не все. Ну, почти все. Ну не все, нет, это бухгалтерия, это как смотреть в зеркало. Ты должен абсолютно полностью знать о своем предприятии, если мы говорим о большой компании. А у вас большая компания? У нас большая компания, да, у нас сеть пекарен, поэтому необходимо... И работники есть, которым надо работать. И работники есть, конечно. Да. Итак, вы работаете бухгалтером, и вдруг почувствовали, что вам нужно что-то в своей жизни поменять. С чего началось вообще увлечение? Увлечение? Вот шоколадье. Это что такое вообще? Вообще все началось с того, что мои дети не едят покупные торты. Почему? Они любят, чтобы приготовила его я. И мне... Ну, то есть вы готовили? Да, ну я готовила, знаете, как обычно, там все смешал в миску, намешал, шоколадом сверху крошкой шоколадной покрыл, Ага. и все, это подал. А пришло же время красивых фото, и еда уже... Да, куда без них? И Вот еда мы все уже, вот здесь да, все вот, и еда вот, уже вот. это не просто еда. Да, Еда да. это же торт, тем более, это уже Способ самовыражения в том числе. эффект вау должен быть, Да, да. да. Пошли тематические какие-то вечеринки, там, Ага. дни рождения и так далее. Ага. И мне хотелось, Удивить. да, мне хотелось научиться вот этому, профессионально украшать торты. И, конечно, мои дети любят шоколад, и, естественно, я захотела работать с шоколадом, и тем более мне сказали, что это один из самых сложных материалов, с которым кондитер работает, а ну, то, что сложно, это как раз мое. То есть вы не ищете легких путей, вы сказали, ну-ка дайте ко мне самое сложное, я вот сейчас покажу вам, кто да, я. Да, да. Я вам Я покажу, как кто это тут number сложно. one, да. Так, да. Да. И? Ну и все, и он меня затянул, и однажды я разговаривала со своей приятельницей, рассказала, что я сейчас прохожу обучение, онлайн-обучение по шоколаду. Так вы учились еще?
Да, конечно. А, да? Это не я про- думал, Нет, просто шоколад какой-нибудь это ютубчик целая посмотрели и наука. пошли. Нет, Нет, а. шоколад это целая наука, там Да ладно? много методов темперирования шоколада, разная температура темперирования. В общем, о шоколаде я могу говорить долго и много. И она мне, собственно, сказала, что для своих клиентов ищет какие-то мелкие подарки. Может быть, ты мне изготовишь шоколадки? И всё. Ну это вот это клубника в шоколаде, шоколадный Нет, торт. клубника Это в другое, шоколаде. да? Нет, это другое, да. Я Ага. начала с логотипных шоколадок. Шоколадок. Ну, бывает же вот на Новый год компания... Наборы шоколадные. Наборы шоколадные, там, допустим, ну, написано условно Петя. Мгм. Ну, что-то вот такое, свое. Да. Логотип компании. Да, Шоколадки логотип такие компании. выпускать, да? Да. Да. И вы начали такое делать. И я начала такое изготавливать, да. Так. То есть я Ну, придумала технологию, которая, Ага, формочки отлили. да, которая Ну, как-то вот. моя, скажем так, технология, которую я не рассказываю. Правильно. Еще Коммерческая тайна. Еще бы. Я бы тоже так не делал бы. Так, и И все, и с тех пор понеслось, что я... как давно вы в бизнесе? В деле? Ну, я бы не сказала, что это какой-то огромный бизнес, это просто мое увлечение, потому Хобби, что... Да, который так как- приносит деньги. Ну, конечно, приносит. Так как работа занимает все равно большую часть времени у Само человека, собой, да, да. то шоколадом я могу заниматься урывками, когда у меня есть свободное время. И заказы. И заказы. Ну, Либо вы берете заказы в зависимости праздничные от того, дни, как у вас время есть. праздничные дни это всегда забиты у меня заказами. А. У меня сложно заказать, потому что я делаю небольшую какую-то Потому что я партию. крутая, Ну, Ну, в том числе. Ну, Но правильно же, можно когда сказать, заказов больше, чем... А то бы вы сидели бы, хоть бы кто позвонил. нет. Заказал. Нет. У вас наоборот все У время. меня, вот так. у меня не то чтобы очередь, скажем так, но у меня предзаказов очень много бывает То на есть вам, праздники. чтобы заказать сейчас, надо... На ИСЭХ сейчас надо, да? На ИСЭХ шоколадок не будет. Почему? Ну, жарко. А, Все, они сезон топ- закрывается у нас Пасхой. Они как бы топятся из-за этого, да? Жарко, конечно, тает. Это же надо шоколад. же. Мама. То-то я вспоминаю все время вот этот шоколад, когда вот Да, в кармане, так вытаскиваешь, что такое, опять забыл. Слизывали? И вот, да. Ну а что делать-то? И вот тут такое пятно в А кармане. потом мы так ходим, да? Да, Шоколадкой ну, шоколадом на носу. балуешься, да. И как вы давно этим занимаетесь? Ну, порядка 2 лет. Мгм. И считаете, что вы уже почти все знаете, либо вы продолжаете учиться? Я считаю, что нет предела совершенству, надо всегда учиться. Мгм. Какой ассортимент, что там вообще? Ну, то есть вы, Ну, я изготавливаю шоколадные наборы, шоколадные пиньяты. Это такой сюрприз пиньята, когда ты шоколад у тебя полый и внутри, например, какие-то там, ну, денежки, например, да, если это день рождения какой-то. ну, сувенир. Да, и ты, то есть Обручальное кольцо. молоточком, конечно, Почему нет? молоточком разбиваешь шоколад, Шоколад. там у тебя сюрприз внутри. Ну, Кроссовки. и вкусно, и красиво. Боже, Lexus! Да. Ну, можно написать. У меня, кстати, были заказы, когда просто писали на бумажке, что это. М. И человек разворачивал бумажку, вау, и Ну, это ему как там эти- подносили, если это какие-то да-да-да. большие вещи. Да. Ну, вот так даже, да? Да. Прикольно. Да, это классно. А. Это эффект вау, и это Ну навсегда. да. Ну и тоже же, ну, подача сама, да? Конечно. А потом еще это можно съесть. Конечно, и причем это вкусно. Ага, ну то есть киндер-сюрприз это ваши друзья? Да. Ну, как бы конкуренты. Ну, кстати, вы знали, что Kinder Сюрприз это не первые изготовители вот этого вида шоколада? Просто они сами маркетингу хорошо пошли, и поэтому самые известные, да? Да. Ага. В царское время были на Пасху изготавливал, я уже не вспомню, да, этого купца, но он изготавливал шоколадные яйца с сюрпризами. Мгм. То есть Kinder это не прародитель. Не такого прородители. изделия. Ну даже так. Но тем не менее, они поняли, что это бизнес-идея очень такая. Конечно. И что детям вот именно, они же в основном, потому что киндер-сюрприз в моем детстве не было, моим детям покупал, они больше даже не из-за шоколада, а из-за того, что там Сюрприза. сюрприз, да, внутри, что попадется на этот раз. И они же каждый раз заразы кладут то драконов, то еще и конструктор, еще не такое. Ну вот это именно вот этот вау-эффект, как Да. вы сказали, да? Да. Да, а вообще, вы же говорите, что знаете шоколада немного. Откуда вообще пошел шоколад? Из Южной Америки, да, по-моему? Я знаю многое, но не Так. все. Не все. Да? Но он откуда-то же пошел. Ну, то есть вообще сахар пошел из Южной Америки, сахарный тростник. Потому что в Европе, насколько она цивилизованная не была, сладкое вообще не ели. Ну, то есть они не знали, что это такое вообще. А потом первые испанские конкистадоры приехали в Южную Америку, нашли сахарный тростник, сказали, вау, это вкусно, и начали делать сахар,
возить и начали делать вообще кондитерское производство. Ну вот вообще видите, как попалось. здорово. Я к В вам Европе. пришла на передачу и В еще Европе. обучилась. Ну, такая история. Я просто читал книгу Homo sapiens вот про историю человечества. И, собственно, мы пристрастились к тому, что сахар – это часть нашей жизни, которая Да. сейчас считается Вредно? не очень алло. Да, вот. И поэтому вопрос. Вот вы готовите. Как вы вообще относитесь к ПП и к тому, что сахар, ну, скажем так, сейчас он немножко это. Я вообще спокойно отношусь к любому виду пищи, и чипсы я могу дать своим детям, и бургер я могу дать своим детям. Но это все, естественно, не в каких-то огромных количествах. В рамках. В рамках, все должно быть в рамках. Мы все равно должны адаптироваться к той пище, которая сейчас находится, да? Мы не можем вернуться в первобытное состояние Только мясо и есть, есть только сырое, мясо. Это сырое. невозможно. Да. Соответственно, продукты, они с течением времени модифицируются, да? Если говорить там о тех же печеньях и так далее, то есть большинство из этого уже химия. А если мы не сможем адаптироваться к этой химии, как мы дальше будем питаться? Ну да. Вот и все. Ну, потому что очень часто говорили совсем недавно, что ГМО, это все вредно. Ну, а что делать? Сейчас уже 90% продуктов будет ГМО, генно-модифицировано. Да. Ничего с этим невозможно сделать. Соответственно, я считаю, что везде главная мера. Мера. Да. Да, а вы сами соблюдаете, ну или смотрите, что вы кладете в рот, в том числе и детям, и дома? После того, как я стала изготавливать изделия из хорошего кондитерского шоколада, я перестала есть шоколад и конфеты магазинного качества. Ну, Потому что там пальмовое масло. но они мне кажутся просто невкусными. Невкусными кажется. Ну, то есть совсем другой уже этот, да, уровень Да. вкусовых оттенков. Да, даже так. Ну, то есть шоколад может быть и качественным. Потому что, ну, вроде как горький шоколад темный реабилитировали. Он даже полезен немножко, если в определенных количествах. 15 грамм в день нормально. Нормально, можно да. Но это употреблять. достаточно много. 15 грамм нет. Если Ну, нет, ну, взять, много же. Да нет, это немного. Ну, вот так. Но 15 грамм это вот так но вот, все если равно нарисуем. кубичек съесть, это даже полезно будет. Это полезно будет. Мгм. Ну, красота. Нет, ну вы вообще следите за питанием, ПП и все прочее? Нет. Ну, то есть вы Нет, сами по потому себе что, такая стройная. ну нет, потому что, ну, наверное, нас приучили питаться, мой возраст, по крайней мере, да, супы, котлеты, пюре и так далее. Ну, то есть Простая, какая-то понятная еда. простая, понятная еда, и, соответственно, если мы не переедаем вот эти там покупные бургеры и хот-доги, то Все тип-топ. все тип-топ. Отлично. Итак, друзья, мы дождались. Семен нам принес из духовки наш Брауни. брауни. И Вы мы пока сейчас... занимаетесь. Вода у нас закипела. Да, мы специально закипятили воду. И Да, что и делаем? мы в кондитерском мешке окунаем шоколад. Ну, на самом деле это намного быстрее сделать в микроволновке, Да. но так как у нас условия студии сейчас, Да, мы просто и воду, надо все-таки... горячую воду кладем. Да, и если микроволновки вдруг где-то не оказалось у людей, мало ли, Тоже, может, вот тоже, такой. да, как вариант, то есть в Да, такой, такое есть решение оптимальное. в кипящей воде мешочек с шоколадом. Ага, и у нас еще мороженое подогнали. Да, Уже все? брауни... Нет, Еще, нет, еще, ну, да? чуть-чуть, То есть вы как чуть-чуть, бы прям... чуть-чуть растапливаем внутри. Мгм. Смотрите, какой брауни. Да. Я человек, который очень любит сладкое, ну, я очень по вкусно, достоинству очень оценю. красиво. Очень красиво вообще. Вот я беру полотенчиком, чтобы руки, да, не обжечь. Да. Так смотрю, чук-чук, там, Ну, по консистенции как там что-то. внутри, да, если какие-то калеты там не растопленные остались, кусочки шоколада. Что за шоколад вы берете? Я использую итальянский шоколад, Ирка называется. Итальянский? Итальянский. Темный реабилитированный шоколад. Можно обычный шоколад взять, Аленка, я не знаю, какой-нибудь еще, Да. какой Октябрь. вам нравится. Красный да. октябрь. Красный октябрь, пожалуйста. Просто я так как шоколадье, то я, естественно, Да, вы стараетесь брать использую самое, ну, свой шоколад. да. топ, да? Чуть-чуть от нам осталось, видимо, Да. растопить. Как раз вот. Ой, как же я обожаю Все всё-таки. можно выключать. И я... Все можно выключать. Давайте в сторонку это аккуратно уберем. Остатки, небольшие какие-то крошки Это шоколада мороженое остались. так за кадр мы берем, потому что мы его потом съедим все вместе. Вот.
Так, Вот вам ножницы, видимо, надо. да. Ага. Все, небольшой надрез мы делаем. Текс. И И уже красиво-красиво делаем вот так. Чик-чик-чик, размашисто. яу. И все. Да. Как называется? Ресторанская подача. Да? Семен смеется. Семен смеется, да. Думает, ну Нет, что нет, ты, не ну смеюсь. что вы, Нет, дилетанты. я не смеюсь. Да-да-да. Все, готово. Держите вилочку. Сейчас поставим. Да, вкуснее. давайте поставим. Горячий брауни с холодным мороженым. Да, покажем нашим телезрителям, что у нас вообще окончательный вариант решения. Ну, да, вполне себе же, видишь? Красота. Ну, по мне так красота. Я тоже, я вообще полностью согласен. Я не знаю, вы не понимаете скептицизм нашего шефа, да? Но и я почти уверен, что это очень-очень-очень-очень вкусно. Ну, мороженое, ну... Все, берем, да? Все, давайте, друзья, пробовать. Нам намекать, что у нас эфирное время-то осталось чуть-чуть. Смотрите, вот шоколад, что вот произошло. Ну, да, конечно, он застыл. Я вот так возьму, вот так. И с Вот, мороженкой. вот так, да? Вместе с мороженкой. Вкусно? Шикардосина. Здорово, вы молодец. Спасибо вам большое. Очень Ой, вкусно. вкусно. Да. Очень, Очень вкусно. вкусно, очень нежно. И мороженка Я попрошу дополняет. вторую порцию обязательно. Татьяна, огромное вам спасибо. И у нас добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Пожелания для зрителей – это крепкого здоровья, конечно же, благополучия вашим семьям. Будьте уверенными в себе, развивайтесь, занимайтесь своим любимым делом. Всего вам хорошего. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была главный бухгалтер и шоколадье Татьяна Мударисова. Татьяна, еще раз огромное вам спасибо. А на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Друзья, будьте здоровы и, как мы сейчас здесь говорим, ешьте просто вкусно. Будьте здоровы. Будьте здоровы, господи, друзья.